Далее о культуре. Один из концертов 14-го Московского пасхального фестиваля с участием оркестра Мариинского театра и маэстро Валерия Гергиева прошел в Казани при поддержке Рустама Минниханова. Культурный бренд «Россия», охватывающий всю страну и показывающий лучших мастеров вокала, дирижирования, хорового пения, звонильного искусства, посвящен в этом году 70-летию Великой Победы и 175-летию Петра Чайковского. О благородной и просветительской силе музыки в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Пасхальный фестиваль – это многослойный музыкальный пирог, где встречаются топовые исполнители сегодняшнего времени из разных российских городов. Заряжаются большие и малые залы, кинотеатры и центры искусств, открытые площадки, церкви и соборы, а также любые культурные учреждения, где могут встать и камерные программы. Портфолио фестиваля богато на имена. Кстати, художественный руководитель фестиваля, главный дирижер оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев делает упор в этом году и на привлечение детских хоровых коллективов. Незабываемое выступление многоголосной детской поющей толпы на одном из главных мероприятий из мира спорта. Мы еще не до конца, но уже весьма успешно проводим в жизнь идею выступлений с детскими хорами. Где-то хор был 100 человек, где-то в 200, где-то даже в 500. А вот в Ульяновске через несколько дней будет хор в 1000 детей. Я думаю, что Казань, как очень немногие города в России, может выставить колоссальный тысячеголосый детский хор. Я абсолютно в этом убежден. Они, может быть, не поместятся здесь, в зале Сайдашева, но для такого великого дела найдем площадку, и я думаю, это обязательно будет происходить. Музыка Дебюсси, Чайковского, Римского-Корсакова, Прокофьева и Моцарта составила эксклюзивную казанскую программу. В преддверии юбилея конкурса Чайковского в пасхальном концертном туре участвуют победители разных лет, и для Казани имена особо ожидаемые. Государственный театр Татарстана у нас получил в этом году целый абонемент. Играли у нас в зале 3 или 4 разных программы, так что я очень рад, что мы фактически выстроили этот проект. Есть этот мост, который соединяет два культурных центра России, и мы, конечно, будем продолжать эту работу. Детские хоры для мира и гармонии. Таким должен быть один из лейтмотивов фестиваля. Политически для нас это важнее, чем разговаривать на темы политики. Вот политически нам важно иметь миллионы поющих детей. Это вот самое важное. Дмитрий Пивоваров, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».